Жители поселка Шудая Кухтинского района готовят петицию в Госсовет Республики по наболевшей теме бродячих собак. Эта проблема остро стоит во всем муниципалитете, но именно шудаякцы решили перейти к действиям коллективной гражданской инициативы в рамках законодательства. Подробности у Виктории Науменко. Беспорядок на этой контейнерной площадке совсем не недоработка управляющей компании. Здесь ежедневно орудуют бродячие собаки. Рвут пакеты, разносят отходы по всем окрестностям и, соответственно, охраняют эту территорию, которую считают своей. Не знаю, с чем вы ходите, а я вот с чем хожу. Да, так не только она, многие так ходят. Я вот Многие с весны так хожу. Вот видите, убежали сразу. Они сразу бегут. Проблема с бродячими собаками приобретает в поселке поистине угрожающие масштабы. У каждого здесь своя история встречи с агрессивной сворой. Причем люди не просто напуганы, есть и покусанные. Я здесь живу уже 45 лет, но впервые вот такая ситуация, что пройти по поселку спокойно нельзя. 29 октября около часа дня по улице Тимирязева, 8, меня укусила бездомная черная неухоженная собака. Прокусила пальто, брюки, колготки. У меня есть маленький ребенок. Я, когда завела ее утром в садик, возвращалась сюда домой мимо школы. Это уже было, как раз дети шли в школу. И подходя к самому крыльцу, на мальчика напала собака вообще откуда-то не взявшаяся, ее не было. Мальчик отпрыгнул, класс 2-3, закричал так сильно и даже оцепенел. Хорошо, что я шла мимо, я его взяла, он даже руку мне не мог подать. Я завела его по ступенькам на крыльцо. Мальчик был очень испуган. Причем среди агрессивных особей шудаякцы не раз встречали чипированных, а значит стерилизованных псов. При отлове, как известно, животным делают обе процедуры, но после недолгой передержки их в соответствии с обновленным в 2018 году законодательством возвращают в среду обитания, если не находится желающих забрать беспризорников с приюта. По этим конкретным 4 собакам трижды ходила к руководителю администрации. При мне был звонок, при мне распоряжение принять меры. Увезли собак. Вы видели? Видели, их не было. Добрый город в рамках закона сделал. Их 20 дней не было. Их обработали, чипировали, кастрировали, потому что кобеля, да? Вот. И вернули обратно. Опять мы укусы фиксируем. Идея с коллективным обращением в законодательные органы возникла еще в феврале. Тогда было собрано более 300 подписей. Теперь шудаякцы решили действовать поэтапно. Сначала через депутатов городского, затем Государственного совета. Мы поднимем этот вопрос, мы его озвучим депутатам, мы примем какое-то решение, разошлем по всем советам муниципальных образований, чтобы поддержали наше решение, и это решение мы отправим в Государственный совет Республики Коми. Пока же депутаты и активисты убедительно просят жителей по возможности фиксировать все случаи проявления агрессии от бездомных собак, чтобы приложить к петиции как можно больше наглядных доказательств. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.